31 мая, как уже я говорил, и отмечается он у нас в России как День российской адвокатуры. Неофициальный профессиональный праздник работников адвокатуры. Именно так и Вот звучит. ты такой умный. Социальный институт, занимающийся защитой интересов в суде. Кто может более подробно об этом нам рассказать? Ну, не ты, скорее всего, Естественно. и не я. А человек, который является адвокатом и представляет наши интересы в суде. Аскар Рахматуллин у нас сегодня в гостях, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Во-первых, поздравляем, Оскар, вас с праздником. Спасибо. И сразу же вопрос. Оскар, скажите, пожалуйста, я извиняюсь, что перебил, Юль, да? Вот, но когда мужчины разговаривают, да, вот. Давай Сейчас не ты будем в прямом эфире ругаться. выяснять наши отношения и ставить меня на место. Нет, просто я извиняюсь, на самом деле, что перебил. Оскар, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то традиции? Как-то вот там каждый 31 мая мы собираемся в адвокатской палате, или как это называется, место, где все у нас Ну, адвокаты. естественно, у нас этот праздник проходит на официальном уровне, то есть президент адвокатской палаты собирает, вручаются официальные награды, то есть дисциплинарное производство идет, то есть благодарности, благодарственные письма и так далее. То есть у нас есть в соответствии там, с кодексом профессиональной этики, помимо благодарственных писем, есть отличительные знаки, ордены Плевака. То есть Плевак – это один из выдающихся адвокатов, который начинал свою карьеру в Москве. Это были еще 1800-е года, и его крылатые фразы до сих пор используются на многих процессах. Это... К примеру, есть какая-то? Пришел, Посмотрите увидел, на победил. этого, на моего подопечного. Кого вы видите? Вот такие фразы? Наподобие. Допустим, это будет так, да? Пусть это будет представление. Вообще 31 мая это дата, получается, принятия федерального закона номер 63 об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации. Закон этот был принят 31 мая 2002 года, однако празднование Дня адвокатуры было приурочено на втором Всероссийском съезде адвокатов, где в 2005 году в апреле в резолюции номер 4 приняли решение о том, что необходимо отмечать такой праздник, как День адвокатуры. Вот, в общем, сегодня не зря мы про эту профессию говорим, и хочется сейчас обратиться к нашим телезрителям, к выпускникам и их родителям. Все-таки это профессия, которую действительно можно сделать делом своей жизни. И вот, Оскар, скажите, пожалуйста, ну вот кому стоит пойти в адвокатуру, стать юристом? Какие качества вот человеку необходимы, чтобы у него все получилось там? Ну, во-первых, даже испокон веков у нас адвокатами становились ораторы, то есть впервые упоминание об адвокатах было занесено далеко в Древнем Риме, то есть адвокатами были ораторы. В последующем, получается, в Древней Руси у нас адвокаты были, их называли стряпчими, глашатаями, поверенными. Потом получился у нас институт глашатых поверенных. И, конечно же, исходя из всего этого, адвокат – это, во-первых, уверенный в себе человек должен быть, и лицо, которое не боится выступать перед публикой, потому что всегда судебный процесс – это состязательность, и это здесь человек должен иметь дар убеждения и направление сторон процесса на свою сторону. Здорово. То есть если у вашего ребенка, или если нас смотрят сейчас выпускники, есть вот эта активность, яркая позиция, ораторское искусство развито, то можно попробовать себя в этой профессии. А как стать адвокатом? Для того, чтобы стать адвокатом, необходимо сдать квалификационный экзамен. Для этого необходимо пройти, получается, стажировку в адвокатской палате, либо в каком-либо из подразделений, допустим, Башкортостанской республиканской коллегии адвокатов. Стажировка занимает 1 год. Либо же сдать квалификационные экзамены, имея юридический стаж 2 года.
Мгм. То есть менее юридический 2 стаж лет. в любой сфере, где... Смотрите, я так понимаю, нужно же образование какое-то. Естественно, Да, то высшее есть юридическое высшее образование, либо ученая степень или в ученая сфере степень юриспруденции. да. Ну и потом, соответственно, 2 года где-то поработать. Это, к примеру, где получается? В органах, я так понимаю, и не только. У нас довольно-таки обширный перечень. Это органы, ну, то есть правоохранительные органы, следственные органы, органы прокуратуры, органы суда. И также адвокатами становятся и из гражданской юридической службы, это, то есть из Росреестра приходят, также из частных юридических организаций. Самое главное, это необходимо подтвердить непосредственно юридический стаж работы. Ага. Слушайте, ну я же так понимаю, еще вот вы сейчас сказали правоохранительные органы, реестр, это разные направления, соответственно. То есть, да, адвокаты представляют где-то по налогам, где-то, скажем, криминальный адвокат, где-то по еще вопросам уголовный каким-то. процесс, у нас есть гражданское право, кто-то занимается детьми, кто-то семейными спорами. Смотрите, вот здесь есть понимание адвокат, есть понимание юрист. Да, мне же Так. ничего не изменяет память. Вот в чем отличие, скажем так? Вот у кого, скажем так, больше прав, возможно, да, и кто обладает большими какими-то возможностями? Ну, лицо, обладающее статусом адвоката, в отличие от юриста, может уже вступать в уголовный процесс, то есть может вступать в гражданский процесс без доверенности посредством выписывания ордера адвоката. И адвокат, это в соответствии с законом адвокатуры и адвокатской деятельности, это лицо, обладающее, получается, статусом адвоката, прошедшим квалификационный экзамен и обладающее, получается, профессионализмом в сфере юриспруденции. Мгм. То есть сначала юрист, потом адвокат, в общем-то. Ну, Любой адвокат, он кому? юрист, но не любой юрист, он адвокат. Да, можно так сказать. Можно меня записать вот те вот золотые цитаты Плевак? Слушайте, еще вопрос. Есть понимание, то есть есть адвокат, но это как бы, не скажем так, не просто человек, который сам по себе, скажем так, да, вот занимается защитой людей. Есть еще какие-то определенные адвокатские, скажем так, конторы, компании. Образование, да. Нет, образование, понятное дело. То есть есть какие-то сообщества, которые все-таки есть еще над каждым адвокатом. У нас есть деление, то есть у нас есть Федеральная палата адвокатов, которая расположена в столице нашей страны, это в городе Москве. Есть адвокатские палаты по субъектам, то есть адвокатская палата Республики Башкортостан. Далее у нас есть коллегии адвокатов. То есть, кто-то, так скажем, есть люди, которые... Объединения некие. Объединения, да, которые следят за вашей работой, и нет, могут сказать, что там прекращайте такие вот действия. В случае то есть, не нарушения- все же такие, скажем так, хорошие адвокаты, которые действительно работают и стараются. Я вот о У чем нас есть говорю. дисциплинарная комиссия То есть есть при такое, да? Адвокатской палате Республики Башкортостан, и все жалобы и вопросы в отношении рассматриваются. определенного числа адвокатов рассматриваются непосредственно в данной комиссии Адвокатской палаты. Аскар Михайлович, у нас осталось буквально 30 секунд. Может, какие-то пожелания, поздравления своих коллег сегодня с профессиональным праздником? Да, дорогие коллеги, я хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, терпения в нашем нелегком труду, легких клиентов и хороших процессов и выигрышных дел. Вот так вот не готовясь, просто вот импровизация. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас справляется День российской адвокатуры, и, соответственно, с этим праздником нам немножко объяснил, разжевал, так скажем, и поздравил своих коллег адвокат Аскар Мидхатович Рахматуллин. Хорошего вам дня. Спасибо. Друзья, ну а дальше...